Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет и что случится с вами на будущей неделе, что сама судьба для вас уже приготовила. Загадайте, пожалуйста, на себя, на события новой будущей недели. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Интересненько тут все у нас выходит. Неделя какая-то очень необычная, я бы даже сказала волшебная. Но у вас будет такое чувство, что вы теряете связь с реальностью. Какие-то необъяснимые события будут происходить. И, конечно, это будет ощущаться. Я даже вижу, что вы с кем-то будете это обсуждать, и у вас такое обсуждение, вы говорите, представляешь, кто бы мог подумать, а тут такое, а я не могу это объяснить. Чудо, да, какие-то чудеса на виражах. Да, интересно, будет очень много мистики. Я не понимаю, то ли вы... Вот, кстати, да, если не стесняетесь, напишите. Может, вы какие-то стали молитвы новые читать, а может, вы какие-то обряды проводите, ритуалы, а может, вы чистку дома сделали, да, тоже может быть. То есть чудесным образом совершенно неожиданные события врываются в вашу жизнь. Чудесным образом помехи и люди, которые чинят вам эти помехи, просто, знаете, сходят с тропы, да, сходят с вашего пути. И еще я вижу, что какая-то сила буквально вмешивается в самые сложные моменты, причем вмешивается за вас, да, на вашей стороне. Справа нам показывают, что буквально идет вмешательство в ситуацию, и ситуация из безвыходной становится просто для вас идеальной, выигрышной. И вы думаете, надо же, это же чудо. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Пусть вмешательства будут, но будут только лишь положительные. Есть ситуация, где у вас прям мурашки и буграшки табунами бегают вперед и вверх, и вниз, и в стороны, да, разбегаются, сбегаются. Прямо, знаете, в мороз, да, мороз по коже. Вы думаете, Господи, что происходит, да, что происходит? Необычно, очень необычно. Даже энергетика такая идет, знаете, я прям чувствую немножко как электричеством, да, пробивает. И какое-то волнение, знаете, необычное волнение испытываю. Это не волнение, страх, а волнение перед чем-то таким неизведанным, да. Интересные ощущения. Давайте начнем с того, что какая-то как пика, наверное. Нет, не стрела. Для стрелы это слишком большая. Копье, да, скорее всего, какое-то копье в землю упадет. У кого-то отыграется, что будет принято решение. Решение относительно либо вас, вашей ситуации, либо в целом какой-то ситуации. И это все, конец, решение принято. Также такой пикой могут показать конец какого-то острого периода неуверенности, страхов, сомнений, подозрений, неопределенности. То есть это как точка будет поставлена, да? Конкретная точка, причем резкая точка. Точку эту, я так понимаю, никто не то чтобы не ждал, никто не надеялся, что будет поставлена точка. Это как, знаете, обрубить, да? Обрубить. И событие настолько резко произойдет, что люди, участники этого события, и не только, буквально испугаются, да, почувствуют, что что-то происходит такое, не поддающееся объяснению, пониманию. Просто как с неба кинули, да, и точку поставили. Возможно, да, это как-то высшие силы, а возможно, это какие-то высшие структуры власти в вашей стране. Решили поставить точку в каком-то очень серьезном споре, либо в какой-то достаточно длительной и травмирующей людей ситуации, да, такое прямое вмешательство.
Ну, что сказать, пика упадет с правой стороны, с вашей стороны, то есть вам по-любому это на благо пойдет. По-любому это будет для вас хорошо. Хорошо, что все закончилось, хорошо, что закончилось так, а не иначе. И хорошо, что вы среди первых, кто узнает, либо среди первых, кто воспользуется этой ситуацией. Конец, чему-то конец, длительному и достаточно такому мучительному, противному. Дальше показывают, что люди собираются в какие-то группы, не знаю, группы по интересам. Ну нет, наверное, не интересы, а скорее как группировки, да, по идеям, да, идейные группировки. И еще показывают, что вы своих единомышленников точно найдете, и вас будет больше, чем в других группах людей. И вы будете той силой, которую будут уважать и с которой будут считаться. Не только вы конкретно один либо одна, но и те, кто рядом с вами, да, ваши единомышленники. И я так понимаю, что это ваше время брать реванш, либо брать все в свои руки, либо делать так, как вы считаете нужным. Допустим, это может быть как и в каком-то обществе, сообществе людей, на работе, в коллективе. Это может быть и там, где вы живете, среди соседей, и даже в семейно-родственных отношениях. То есть сила на вашей стороне. Либо ваша группировка будет очень сильной, и никому в голову не придет с вами спорить и ругаться, либо там тягаться силой. 100%. Дальше показывают букву Л, букву А и букву М. Это как имена, либо фамилия, но больше похоже на имена. Смотрите, вот эти буквы, которые я назвала, имена, которые начинаются с этих букв, для этих людей нечто новое и уникальное откроется. Уникальное тем, что такого никогда не было, либо какие-то идеальные условия, либо какие-то идеальные возможности. И если вы не побоитесь, и если вы воспользуетесь шансом, вы очень сильно улучшите свою жизнь как в ближайшей перспективе, так и в отдаленной перспективе. Вы поймете, о чем речь. Вы поймете, тут как будто бы река развернулась в русле и течет на вас. Вода — это жизнь, вода — это эмоции, вода — это разговоры, вода — это предложения. Опять же, вода грязь смывает, да? Вода жизнь дает всему, что вот под солнцем находится. Так что, мои хорошие, не теряйтесь. Идет в руки, берите. Берите, точно не пожалеете. Не бойтесь, и такой возможностью следует воспользоваться. Дальше показываю человека, который идет к вам с каким-то подкупом. Это подарок-подкуп. Через подарки, через подношения человек попытается либо вернуть ваше расположение, либо улучшить ваши отношения. Допустим, если были споры, либо там вы немножко ругались, человек решит действовать по-хитрому. Несет подкуп, подарок несет, и даже какие-то комплименты вам будет говорить, какие-то такие одобряющие, ласкательные слова. В принципе, вам понравится. Возможно, вы этого ждали, возможно, вы на это надеялись. Пожалуйста, оно происходит. Единственное, что я для себя понимаю, так это то, что человек считает, что он, не то чтобы обманывает, да, но вот его хитрость — это удачный ход. А на самом деле вы эту хитрость видите издалека. Вы этого человека переигрываете. Вот как-то так не идет. Человек будет считать: я молодец, я классно придумал. На самом деле вы на это надеялись, вы к этому подводили, вы этого ждали, и вы этого добились. Это вы его переиграли, либо ее переиграли. Так, еще вам показывают женщину. Женщина, которая, скажем так, запуталась. Бедная овечка попала в паутину. И без вас ей никак не распутаться. И она стоически молчит, то ли стесняется, то ли не хочет быть обузой, да, вот просто потерялась, ушла с радаров, ушла в молчанку. Но вас неведомые силы подведут к этой женщине, и именно подведут в такой момент, когда она больше всего в вас нуждается. И вы прям, знаете, чуть ли не накинетесь на нее и скажете: да что ж ты делаешь, да, что творишь? Ты почему молчишь о своих проблемах? Ты почему мне не говоришь, никому не говоришь? Женщина скажет, что вот не хотела никого обременять, не хотела быть обузой. Вы ей поможете, вы эту бедную овечку из паутины вытащите. И добро
высшие силы всегда видят. И эта женщина тоже запомнит, что вы были к ней очень добры. И вот сколько бы времени ни прошло, эта женщина всегда будет чувствовать себя вам обязанной. Даже если вы там говорите: нет, все, как бы я это сделала по собственному желанию, меня не нужно благодарить. И там вообще забудь про все равно она будет вам благодарна. То есть, делая один добрый поступок, вы потом на протяжении всей жизни будете от этой женщины добро получать. Вот как-то так мне идет. Дальше показывают уточку. И уточка как будто бы в каких-то зарослях прячется, камышах. А вы прям сердцем почувствуете, что утка там. Вот не видно, вообще не видно. А вы чувствуете, да, что мне нужно туда. Вот как я говорила, да, необъяснимые такие события мистические. И вот, как говорят, ноги сами приведут в нужное место, в нужное время, где вы можете какие-то блага получить, либо обрести, либо добиться, либо, не знаю, просто забрать. Вот, к уточке подведут вас ноги. Вы сами будете в шоке. И когда вас будут спрашивать, вы не сможете объяснить, почему так произошло. Почему вы пошли именно туда, почему вы именно так поступили. Вот как какая-то сила вас ведет и подталкивает. Да? Интуиция плюс мистика плюс воля высших сил, вот оно все и сложилось. Дальше. Какой-то указатель будет, как указательный знак, а может быть, в принципе, как какой-то знак. У кого-то, вот честно, будет видение. Видение, даже, возможно, что-то наподобие дежавю, как будто бы вы уже это видели, проживали. И это видение, либо этот знак поможет вам правильное решение принять. Правильное. Вот буквально стоите вы на раздорожье, либо вы стоите там, не знаю, на светофоре, да, и осталось там несколько секунд, пока сигнал светофора переключится, а вам нужно выбрать, в какую сторону поехать. И вот это видение, либо знак какой-то, может, это будет даже обычный дорожный знак, но вы его как-то по-другому увидите. А у кого-то вот дежавю ощущение, и вы правильный путь выбираете. Правильный, самый правильный из всех возможных. И это тоже будет очень так щекотать вам нервы, и вы будете думать, что со мной происходит, что со мной. У кого-то, возможно, да, действительно дар открывается, а у кого-то очень сильно обостряется интуиция. А кого-то конкретно высшие силы под крылышко взяли и теперь ведут. Ведут так, чтобы вы шли куда надо, а куда надо не ходили. Да, даже в голову вам такое не приходило. Дальше. Вижу, что вы поразите людей своей дальновидностью, острым умом и умением предсказать, предвидеть, просчитать будущее. Я не буду говорить про ясновидение, хотя у кого-то так и подразумевается. Я буду говорить о том, на что вы будете опираться. Вы будете опираться на то, что вы слышали, на то, что вы знаете, на тот опыт, который вы прожили в своей жизни. И, конечно же, на свою интуицию. Какой-то небольшой группе людей, тут 2-3 человека, вы расскажете о событиях будущего, очень детально расскажете. И эти люди, может быть, поверят, может, не поверят, может, не до конца поверят. Как-то, знаете, так вот. Вроде и да, и нет. Но то, что вы предскажете, оно все сбудется буквально вот тютелька в тютельку. И эти люди белые, как полотно, может, белые, потому что песок белый, а может, действительно, потому что как полотно, придут к вам, и уже они на вас смотрят, знаете, такая смесь уважения, страха, почтения, да, вот каким-то необычным взглядом. Все втроем на вас так смотрят. И вы понимаете, что да, вы можете предсказать, если вы хотите, вы можете. И еще вижу, что вас даже будут просить о каких-то предсказаниях. И, возможно, это будут не общие предсказания, а вот кому-то конкретному. Предскажи мне, либо посоветуй мне, как мне поступить. И кто-то из вас, буквально вот в эту ближайшую неделю начинает не то чтобы осваивать, но внедряться в новую профессию. Да? Быть консультантом, быть тем, кто открывает, подсказывает, направляет, таким вот гуру, наставником. И вам, знаете, это понравится. Сначала будет как-то боязно, а потом вы такая, сбывается. Люди мне благодарны, я людям помогаю, почему бы и нет. И это как первые шаги в вашу будущую сферу деятельности, в вашу профессию. Здорово, здорово. А если это будет происходить у вас на работе, то считайте, что это первые шаги к высокому посту, к карьерному росту. Потому что люди все-таки не глупые, понимают, с чем имеют дело.
И если вы такой дальновидный человек, умеете так просчитывать, у вас все хорошо с аналитикой, то таким людям нужно, конечно, давать управленческие посты. И такие люди могут и улучшить дела в фирме, там, либо на производстве. Конечно, вы себе зарабатываете очень классную репутацию, вы себе зарабатываете громкое звучащее имя, все делаете правильно. Вы этого не искали, но это нашло вас. Вот именно так, опять же, мистика. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы столкнетесь с какими-то очень неприятными людьми. И эти люди сначала как-то, знаете, хамовато себя ведут, немножечко так, знаете, с подлецой даже, я бы сказала. Но вы не выходите из себя, вы не пытаетесь учить этих людей, вы просто с ними общаетесь на равных. И это даст свой результат. Я вижу, что один сразу смягчится, а второй еще так туда-сюда, а потом тоже смягчится. То есть абсолютно какие-то, скажем так, хулиганы, да, либо люди асоциальные, с каким-то маргинальным поведением, которые были против всего мира и которые вообще отрицали все там правила и нормы общества, вот благодаря вам меняются, благодаря вам, вернее, вы единственная, либо единственный, кто может найти к ним подход, либо кому они не хотят хамить, грубить и с кем они не хотят там портить отношения. То есть очень положительно повлияете. Может быть, потому что вы уважительно будете общаться с этими людьми, а они прям не конченые, да, они поймут, что нас уважают, зачем мы будем хамить. Может быть, вы будете видеть не только внешнюю оболочку, но и то, что у людей внутри, что, в принципе, ничего плохого они не делают, да, просто так себя немножко странненько ведут, не так, как нормами и закона положено, но, тем не менее, все равно же люди, да. Вот как-то найдете к ним подход и расположите, и они вас послушают. Это тоже очень хороший момент. Дальше показывают человека, который на бревне едет. Это интересно. Бревно. Может быть, такая машина, да, не очень качественная, либо там уже совсем старенькая. А может быть, это какой-то вид транспорта, который максимально медленный, да, либо там какие-то, скажем так, неполный функционал, и поэтому, вот как бревно. Знаете, едет, конечно, со страхом и риском, но доедет. Несмотря ни на что, доедет. Может, вам придется ехать на таком транспорте, да, у которого там все висит, болтается, постоянно какие-то странные звуки там в салоне. И вы думаете, господи, вот сейчас развалится. Нет, не развалится, довезет куда надо. А возможно, к вам кто-то приедет на таком транспорте, и потом со смехом все это будет обсуждаться, и вы прям от души посмеетесь. А почему это бревно доедет, я сейчас вам объясню. Во-первых, потому что вы, если это вы, то вы очень важный человек. И именно сама Вселенная вам это докажет, потому что это бревно вас довезет туда, куда вам нужно. Да? А также у кого-то отыграется. Если к вам едет человек, то, возможно, вы очень переживаете за этого человека, либо вы мысленно просите Вселенную, высшие силы сохранить этого человека и позволить до вас добраться. И Вселенная вас слышит, высшие силы вас слышат. И они этого человека, грубо говоря, довозят до вас, да, даже на бревне довезут. Хороший знак на самом деле. Так, еще показывают пиковую масть. И эта пиковая масть прям какой-то женщине в сердце колет. Нехороший знак, нехороший, надо признать. Но это событие с левой стороны. И вот женщину показывают, она явно ваша какая-то злостная вражина, либо какая-то конкурентка, либо какая-то соперница. А может быть, она вообще предательница. Может, она что-то там замышляла, да, чем-то таким нехорошим промышляла. Пиковая масть ей в сердце колет. Ударствовать будет, либо какой-то удар, да, кризис там случится. Может, по здоровью, да, вот что-то такое вот не очень положительное. И знаете, еще такой момент, что, возможно, эта женщина будет как-то горячиться в вашу сторону, либо у вас с ней как раз как разговор какой-то, стычка может происходить. И вот она резко почувствует этот удар.
Либо вы сможете и такой сокрушительный удар нанести на новой неделе, что прям в сердце попадет. И от такого удара она не скоро в себя придет, не скоро оправится. Понимаете, это общая отсыпка. Тут и так можно прочитать. Ну, что будет, то будет, конечно, его уже не отменить. Но себя как не вините. Знайте, что эта женщина сама нарвалась. И если бы она была нормальным, порядочным, честным человеком, никого бы не трогала, никуда бы не лезла, то вот этого бы с ней не случилось. Вы никого не трогаете. Это к вам лезут все, кому не лень. А что вам делать? Вам, конечно же, нужно себя защищать. Вы что, жертвой родились? Нет, конечно. Вы родились, чтобы прожить долгую счастливую жизнь. А вот эти вот паразиты пытаются вам все изгадить, испортить. Конечно, нужно себя защищать. Ну, у вас точно получится. Дальше, мои хорошие. С кем-то у вас как завязочка, зацепка. Завязочка, скорее всего. Чем-то вы будете повязаны. Либо одной проблемой, либо одной ситуацией, либо одними мыслями. Но вот как завязочка. И я вам так скажу, завязочка, конечно, хлипкая, но очень долго продержится. Вопреки всему и вся. Очень похожа на двух абсолютно разных людей с разным менталитетом, с разными предпочтениями, вкусами, интересами. Но вот какое-то дело, либо какая-то ситуация вас очень крепко повяжет с друг другом. И вы скажете, ну надо же, да. Оказывается, все-таки работа, либо там дела сплочают, и сплочают очень крепко. Очень похоже на начало новой и очень-очень хорошей, крепкой дружбы. Честной и справедливой, кстати. Дальше. Мужчина с пропеллером. Ну, не иначе, как этот сам Карлсон. Ну, а может быть, мужчина, который очень решительный, очень деятельный, очень быстрый, возможно, да. Мужчина удивит и удивит не раз. И удивит не только вас, других людей удивит, и даже сам от себя удивится. Этот пропеллер, он так быстро работает, что мужчина просто вот летает, да. Все, что нужно, сделает, все, что обещал, переделает, все, что, в принципе, хотелось, но можно было отложить, тоже сделает. Но прям золото, а не мужчина. Может, он какой-то мастер, может, это ваш мужчина, может, это человек, который какие-то дела делает. Удивительный человек. Если вы мужчина, то снимаю шляпу, так только вы умеете. И да, это ваш ресурс, это ваш талант, это ваша нераскрытая способность, которая раскроется буквально вот в ближайшие 7 дней. Дальше показывают огромный трилистник. И этот трилистник, вы за ним как зачарованный, либо зачарованная идете. Вот сердцем, опять же, чувствуете, куда идти, куда не идти, где будут результаты, где результата не будет, где будет доход, где будет трата. Прям чувствуете. И вижу, что какие-то люди не сразу, но со временем за вами буквально пристраиваются. То есть до них доходит, что вы какая-то супер фартовая, да, либо фартовый. Либо вы что-то такое знаете, что другим не говорите. И если идти вашим путем, то тоже можно какие-то блага черпать, да, обретать какие-то блага. То есть как последователи, да, это ваши последователи. А вы объяснить не можете, вы не понимаете, как это работает. Вот вы чувствуете, что нужно идти там направо, но никак не налево, либо никак не прямо. Вот чувствуете, и вас прям сами ноги ведут. Как будто бы чья-то воля ведет. Ну, я уже говорила, там много мистики. Так, еще показываю человека, который танцует. И причем танцует как-то, знаете, очень красиво, и какие-то движения необычные в танце. Может, это какие-то танцы, которые вам понравятся, и вы захотите тоже приобщиться. А может быть, речь идет о том, что вы будете танцевать из-за каких-то хороших событий, да, вот желание прям танцевать появится. Может, вы в клуб пойдете, а там танцы будут, да. Ну, там, скорее всего, будут. И вы такая, ну, попробую, почему бы и нет, да, весело, интересно, почему бы и не потанцевать. Ну, танцующий человек — это хорошо. Это хорошее настроение, это уверенность в себе, а вообще танцуют от радости. Какой-то огромный зуб, как лык, и он у вас как будто бы на ниточке.
трофейный, наверное, да, клык вашего врага, либо врагов. Зуб, да, вот он, пожалуйста, на ниточке. Трофейный. Кстати, если у вас назначен визит к дантисту, да, к стоматологу, то все хорошо, все полечит, будет закончено с болью, с проблемой с вашей, с зубом все будет хорошо, зубами. Но мне почему-то кажется, что это больше все-таки про зубы врагов. Тех, кто пытался вас кусать, либо кто кусал вас, вот без зуба останется. Это будет ваш трофей. И он у вас как на ниточке, на веревочке. На долгую память себе оставите. Дальше. И еще вижу, что вы можете просыпаться несколько раз за ночь. Не пугайтесь этого. Мне кажется, что с вами пытаются связаться, либо установить контакт, либо какая-то важная информация у вас закачивается самой Вселенной, ну, либо высшими силами. Вот, ни с того ни с сего проснулись, непонятно, на часики посмотрели, а там, не знаю, 1:30. И вы думаете, ничего себе, и опять засыпаете. Мне как передача энергии идет, передача информации. Да, с энергией информация приходит. Это не у всех отыграется, у кого-то конкретного. И также, мои хорошие, вы можете просыпаться в моменты, когда кто-то называет ваше имя. Ну, допустим, да, человек там лежит о вас, мечтает, вспоминает вас, медитирует на вас. И вы чувствуете это, тоже можете просыпаться, да, эмпатический сигнал ловите. Вы очень будете восприимчивы, очень-очень. Так, ближе к венцу у нас солнце всходит, причем всходит очень ярко, раздвигая тучи. Видите, вот тучи и солнце, вот оно всходит. Несмотря на то, что тучи набежали и закрыли небо, солнце всходит и сквозь эти тучи мощно светит. Светит оно вам прям в лицо. Это очень хороший знак. И еще какие-то люди рядом с вами тоже хотят погреться в этих лучиках. Либо благодаря вам эти люди могут погреться в лучах солнца. Когда солнце всходит, проблемы уходят, да? Отступает ночь, отступает неуверенность, страх, болезни, неприятности, смутное время. Да? Солнце — это тепло, это свет, это ясность, это прозрение. У кого-то по солнцу еще и время подарков, и время становиться тем, кем вы рождены. То есть становиться известным, узнаваемым, популярным человеком. Может быть, речь не идет о какой-то там супер мировой популярности, но речь идет о тех, кто был рядом, но не замечал, кто вы есть на самом деле, либо какую роль вы играете. Но солнце всходит, это очень хорошо. Перемены и меняются циклы, жизненные циклы. С этим восходом очень много, вот я говорю, мистики, да, в вашей жизни, очень много странных новых ощущений. И даже много всяких инсайтов будет происходить. Вот какие-то странные мысли будут в голове. Мысли, которые ранее вас никогда не посещали. И будет даже казаться, что это не вы, а кто-то другой думает. И вы будете думать, а кто в мою голову залез, да? Чьи-то мысли. На самом деле это ваше. Почему-то мне еще идет как пробуждение. Происходит пробуждение. Если вы долго страдали от депрессии, от каких-то панических атак, от каких-то ментальных проблем. Ну, понятно, что жизнь тяжелая, так много стресса в жизни. И практически у всех, наверное, да, мало у кого нет этих всех симптомов, либо нет таких проблем. То есть пробуждение от этих проблем. Да, ваш мозг пробуждается и активно начинает перезапускаться и работать на полную, а не быть в тумане этой депрессии, либо паники, либо страха. Очень сильный и хороший знак. Неделька будет, конечно, очень необычная и запоминающаяся. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.